Что ж, друзья, с удовольствием сообщаю, что за окном 10 февраля 2026 года, вторник, в Башкортостане 10 часов утра, в Берлине и Дрездене 6 часов утра, и на канале «Аспекты Башкортостан» новый выпуск «Аспектов Республики», утреннего информационно-аналитического шоу независимого медиапроекта «Аспекты Башкортостан». С вами здесь сегодня Женя Коноплин. И Руслан Валиев. Доброе утро, дорогие друзья. Пользуясь случаем, думаю, что можно начать хайпанем так сразу в целом. Пишем рилс. Хотелось бы обратиться к самому некогда известному и мной уважаемому башкортостанскому политику прямо с утра, и сказать Лилии Айратовне Чанышевой о своих переживаниях очень больших. Дело в том, что у меня есть приятель, человек, которого я знаю, наверное, лет с 12, то бишь уже лет так 20. Знаю, зовут его Филипп Лобанов, и он открывал, в том числе, я так понимаю, и Уфимский штаб, и ходил на многие митинги той поры, а потом начал собирать себе после угроз из университета, после каких-то там, собственно, ситуаций, начал собирать себе кейс на политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. И успешно туда мигрировал, наверное, лет уже почти 6 назад. А дело в том, что, да, в США там все не так быстро с вот этим разбирательством вокруг, когда там суд, все и так далее. Ему нужны аргументы от всяких разных личностей, которые, собственно, подтверждают наличие у него определенных собственно, доказательств того, что он имеет право на получение этого политического убежища, и, собственно, он написал большое сообщение с скриншотами, с напоминанием о себе Лилии Айратовне Чанышевой, на что ответа не получил. Вообще никакого ответа. Когда я связался с некоторыми соратниками Лилии Чанышевой, то они сказали, что, мол, они помогать мне с тем, чтобы просто связаться с ней не будут, и что если она вдруг не ответила, значит, на то были причины. Мне кажется, что помогать людям и быть эмпатичным и не безучастным – это очень правильно. Если вам вдруг кажется, что, допустим, Филипп недостаточно заслужил этого звания, ему нужно ехать в Россию или куда-то еще там в Казахстан, то, наверное, нужно ответить или, по крайней мере, разобраться там в кейсе и действительно, выразить свою позицию, а не отвечать, если, коль уж это такая позиция, собственно, игнорировать подобные просьбы, для меня это очень чуждо и странно, потому что, мне кажется, что если человек обращается с такой важной темой, а человек живет много лет уже в Соединенных Штатах, то ему можно помочь, либо, не знаю, там поговорить, по крайней мере. У него есть уже подобное сообщение или письмо, я не знаю, как это выглядит по форме, от Ивана Жданова. Большое ему за это спасибо. И, конечно, я его в беде не оставлю, и мы поговорим с людьми, в том числе от аспектов что-то напишем. Но мне бы хотелось, чтобы человек, который представлял мои взгляды, я думаю, там и Руслана, и многих других людей в Уфе, по крайней мере, довоенные, мы не были разочарованы в своем некогда лидере политическом. Поэтому, Лилия Ратовна, очень бы хотелось, чтобы вы нас перестали игнорировать, если вы нас игнорируете. Спасибо. Ну и добавлю тогда, наша аудитория очень ждет, это правда, наши зрители не дадут соврать, люди пишут и просят, но, к сожалению, действительно никаких реакций мы получить на такого рода предложения не смогли до сегодняшнего дня, но это не значит, что мы завтра или послезавтра не получим эти реакции. Почему бы и нет? Мы всегда рады и открыты. Ну что ж, так. Вижу комментарии в чате, вижу уже и мысли пошли. А я пока давайте новости прочитаю. В стране и в мире свеженькие к этому часу, утренние, поэтому все хорошо. Вице-премьер США Джей Ди Венс посетил Армению и подписал соглашение о сотрудничестве двух стран в области гражданской ядерной энергетики. США намерены помочь Армении снизить энергетическую зависимость от России. Слава богу, именно Армению, а не Албанию посетил вице-президент. Может быть, и боссу расскажет, что есть такая Армения.
Рамзан Кадыров на встрече с прокурором Чечни Арсланом Адаевым впервые прокомментировал предполагаемое ДТП с участием своего сына Адама. В стране произошло 128 тысяч аварий, 13 тысяч 9 человек погибли, но никому до этого нет дела. Никто ничего не говорит, сказал Кадыров. Ну еще бы. Вооруженные силы США заявили об очередном ударе по судну в Тихом океане. Утверждается, что оно участвовало в перевозке наркотиков. На судне находились 3 человека, 2 погибли от удара на месте. 3-го разыскивает береговая охрана. Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на играх шлем с портретами украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии. МОК счел это политическим высказыванием. Украина получила гуманитарную помощь от Святого Престола, сообщает портал Ватикан Ньюс. Папа Римский Лев XIV отправил в Украину 3 грузовика с электрогенераторами, медикаментами и продовольствием. Украинский народ стал лауреатом премии имени Эвальда фон Клейста за мужество и готовность оказывать сопротивление агрессору. Награду примет президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности. В Краснодарском крае землетрясение магнитудой 4,7. Подземные толчки почувствовали жители Анапы и Новороссийска, сообщает оперативный штаб Кубани. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Вот такая подборка у нас новостей к данному часу, к этому утру. Ведь Рамзан Ахматович, при всем огромном уважении, ну что ж вы брешете-то? Ну, это не просто сын ваш, и внимание, оно действительно, оно и должно быть таким. Ведь мы говорим сейчас не просто о вашем сыне, а мы говорим о герое Чеченской Республики, о кураторе батальона, члена Совета Безопасности, заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой, Кабардино-Балкарской, орден Дуслык, трудовая доблесть, боевое отличие, служение религии ислам первой степени, за заслуги перед умой. А если начну это все перечислять, включая почетного гражданина Грозного, то у нас на это уйдет весь эфир. Когда такие люди знаменитые попадают в какие-то происшествия, конечно, вся страна не может ни спать, ни есть, а пытается понять, что же случилось, а где человек отсутствует. Вот это же практически Алла Пугачева у нас пострадала, поэтому, естественно... Люди переживают, люди у нас эмпатичные, совершенно верно, как же иначе. Вот. Так. Вижу дискуссия тут, слова в отношении Лили Чанышевой с критикой и в защиту. В общем, все как полагается. Вот. Мы здесь, наверное, ни к тому, ни к другому лагерю не присоединяемся. Мы считаем, что всегда нужно общаться, как минимум. Вот. Скажу мягко. Так. Отчего вы не говорите на своем башкирском языке? Кто такое сказал, что мы не говорим на башкирском языке? Но если вы ко мне лично обращаетесь, наверное, у Жени как бы другая ситуация, да? Я могу, я постоянно использую, если вдруг вы не заметили. Наши зрители заметили. Ну, Значит, есть картинка такая, знаменитая арабская мудрость про Ишака, мужа и жену, что как бы ты не рассадил этих троих, что бы ты ни сделал, ты для людей будешь идиот. Собственно, жену посадишь, а сам будешь идти рядом, да, ты подкаблучник, сам сядешь, ты изверг просто там. Рядом будете идти, вы 3 идиота, никто не сядет на осла. В общем, конечно, ребят, если вам не до чего докопаться, до того, что я не знаю башкирского, и в Германии, находясь в статусе не сегодня, а завтра нас всех выгонят, это партия АfD, если я в этот момент начну учить башкирский язык, то мне тоже можно будет сказать, что я дурак, конечно, мягко говоря. Это будет странно, как минимум, конечно. Да, поэтому есть прекрасные YouTube-каналы, которые вещают на башкирском языке.
там Айгулион что-то делает со Шмуратом. Прекрасно смотрите. Есть на русском языке тот же самый контент. Тоже можно посмотреть. А комментаторы, я от вас в YouTube-канал не слышал. Может, вы мне расскажете. У вас на башкирском языке наверняка тоже передачи идут. И вообще, кстати, в Башкортостане, вот опять на себя навлеку какую-то критику, наверное. Дело в том, что наверное, среди тех, кто, особенно из Башкортостана, пишет про башкирский язык мне, наверняка можно, ребят, сложиться, создать какой-нибудь бесплатный кружок по башкирскому, людям помогать в его изучении, популяризации. Собственно, почему бы этим не заняться? Вот вместо того, чтобы писать глупые, непонятные комментарии Евгению Коноплину, что он не знает башкирский на C1. Жень, тут не только к тебе, тут к ведущим канала, ко всем Да обратились. я как бы догадываюсь, оно уже не первый день уже идет, поэтому. А я добавлю, что мы открыты, если есть желающие вести программы на башкирском языке, мы открыты. На канале есть свободное время, чтобы вести программы, в том числе и на башкирском, да, хоть на любом другом. Вообще, мы раньше вели рубрики «Говорим по-башкирски», «Говорим по-татарски», «Говорим по-чувашски», «Говорим по-марийски». У нас аж 4 языковые рубрики были. Архив их хранится у нас на канале. Я больше скажу, у нас есть даже, вот буквально минуту еще потрачу, у меня как у менеджера, который там тут Ибрагима найдет, там еще кого-нибудь найдет. У меня есть человек, который вот завтра можно делать, но бюджета нету вообще никакого. Никакого. Если он будет достаточный бюджет, я завтра приду, скажу, давай. Человек сейчас студент, у него нет свободного времени, я думаю, большого, чтобы этим заниматься. Но если предложить деньги, наверное, можно хотя бы разговаривать. Поэтому, не знаю, вот деньги можно предложить, тоже у нас сразу на башкирском контенте пойдет. Именно так. Да. Ну что ж, друзья, по следам событий минувших выходных вчера произошли ожидаемые пояснения, разъяснения, новые факты, детали. Конечно же, глава Башкортостана Ради Хабиров высказался на эту тему, высказался более широко, скажем так. И, значит, что мы услышали? Ребятам, студентам из Индии желаем скорейшего выздоровления, сказал он с утра на оперативном совещании. 5 человек пострадали. Айрат Разифович, обратился он к министру здравоохранения, держать на контроле и, конечно, максимально оказать помощь и содействие. По словам Хабирова, необходимо усиление охраны и предиктивная работа. Он добавил, что в сегодняшнем нестерильном мире неокрепших детей подталкивают к негативным событиям через гаджеты. Опять гаджеты виноваты. Нам надо предсказывать, понимать. А ребят мы подлечим, с ними пообщаемся. В целом мы живем в мире и согласии со всеми национальностями, добавил он. И самое главное, что он сказал, конечно же, иначе он сказать не мог. Я считаю, что массового заболевания неонацизмом у нас нет. Очаговый случай был. Мы его пропустили, раз такое случилось. Надо теперь работать. В некотором смысле выдает желаемое за действительное, в другом смысле действительно, если говорить про массовость, скорее всего, ее действительно пока нет. Но тенденция, мягко говоря, налицо, и она не очень здоровая. Мне кажется, тоже не нравятся разговоры про то, что это гаджеты, потому что во времена юности, в том числе Ради Фаридовича, можно было говорить о том, что это происходит за счет карате, например, да, когда дети приходили там на секцию, потом из них делали там вот этих каких-то идиотов накачанных, на которые, собственно, шли какие-то преступления, целые УПГ через это формировались. Но ведь не карате виновато, и не кунг-фу, да, и не гаджеты, и не знаю, что бы то ни было еще. Хватит людей решать интернета, в конце концов, уже всему же есть предел. Угу. Вот. Ну а я продолжаю тему. На этом Хабиров свое участие в происшествии не закончил. Вечером стало известно, что он посетил лично общежитие медуниверситета, в котором встретился со студентами из Индии. И пишет он, или те, кто люди ведут его каналы, пишут при этом, скажем так, политически грамотно.
принес им извинения за эту ситуацию. Этот случай единичный, совсем не характерный для нашей республики. Да и парня, который это сотворил, жалко. Жил с глухонемой мамой и бабушкой, учился в школе, старался чего-то достичь, но вот так загубил свою судьбу. Разбираемся, что стало причиной и кто тот упырь, который подтолкнул его к этому преступлению. Написано со слов Хабирова в его канале. И тут мы видим новые детали по поводу того молодого человека. Вот. Единственное, наверное, что у меня вызывает отторжение в этих словах, почему он утверждает, что парень загубил свою судьбу. В общем-то, у него вся жизнь впереди. И если бы у нас исправительная система занималась исправлением людей, то, наверное, можно было бы сказать, что ждем парня на свободе после того, как он отбудет положенное ему судом наказание и вернется с чистой совестью на общественное благо, как говорится. Почему это он жизнь свою загубил? А потому что, наверное, тем самым Хабиров признает, что исправительная система у нас исправительной не является. В остальном, тот случай, когда надо сказать, что все правильно в данном Молодец. конкретном случае. Да, то есть мы не критикуем оголтело за все любые шаги и поступки. Мы говорим, что здесь совершено действие, как говорится, не мальчика, но мужа, совершенно логичное и правильное. Неважно при этом, кто сподвигнул Хабирова на такие поступки, сам додумался или из Москвы позвонили, как мы считаем, было во время Куштау, например, да. Но поступок совершен логичный и, в общем-то, не придерешься, как минимум. Вот. Да, у нас не каждый губер все-таки, да, и на Куштау бы появился, и не каждый бы вот так пришел к студентам. Ну, выглядит все политически очень-очень верно. Единственное, конечно, если бы это произошло, извините, в субботу, вот это было бы полноценно здорово. А ведь в Башкортостане действительно не каждый день люди с ножами режут индусов и рисуют свастику на стенах. И действительно это внимание должно было быть оказано и со стороны мэра, и со стороны главы республики. Чем они занимались в субботу и почему из них двоих вот там отписка пришла, что, мол, займемся безопасностью. Понятно, что это не сам он написал, а вот где они были, чем они занимались, очень интересно. Вот. Жаль, что не делал. А это, конечно, выглядит все правильно. Тут мне докопаться не до чего. Угу. Вот тут вот интересное загадочное сообщение от адвоката Павла. «Я знаю упыря», пишет он. И что-то мне подсказывает, что того самого упыря, о котором пишет Хабиров, мы все знаем. Вот. И он живет и работает не в Уфе, не в Башкортостане. И я думаю, что наша аудитория прекрасно понимает, о ком речь, и согласна с данным утверждением. Вот. С другой стороны, проблема нетерпимости, к сожалению, она имеет более, скажем так, широкие пределы влияния, что ли, да, границы влияния. И у нас, вот, например, вчера я видел публикации в каналах, связанных с башкирским национальным движением, ну, неприятного характера. Опять же, это в продолжении вот той самой длительной дискуссии, которая в том числе на прошлой неделе у нас на канале была. Такие сообщения писали там об индусах тех самых, что просто-напросто очень грустно становится, это мягко выражаясь. Нетерпимость национальная вот буквально ко всем, что это люди какие-то вообще не такие, которые нам тут не нужны, и мы, значит, должны действовать так, чтобы их тут было меньше или вообще не было. В общем, то, чего вообще касаться не хочется, это вот такой махровый нацизм, неонацизм, если хотите, и, в общем, не то, над чем можно смеяться и нужно смеяться. Вот. Ну, понятно, мы здесь, как критически настроенные к режиму, к российской власти журналисты, должны говорить прежде всего о том, как этому способствует наша власть, прежде всего. А она способствует, судя по всему, вполне себе прямым, прикладным, если хотите, способом. Давайте послушаем, что на эту тему сказал известный журналист, в прошлом человек, работавший в Уфе, в Башкортостане, медиа-менеджер Максим Курников. Он вспоминает события 16-18 годов и делает очень красноречивые и вполне неприятные выводы о том, откуда этот самый неонацизм берется в Уфе конкретно, в Башкортостане, и кто этому способствует. Давайте послушаем. Я
как вы, может быть, знаете, наверное, кто-то знает, я работал шеф-редактором «Эхо Москвы» в Уфе несколько лет. И я очень хорошо помню такую историю. Однажды, в том числе федеральные СМИ и региональные СМИ, широко рассказали о задержании нескольких десятков участников неонацистского объединения. Несколько десятков участников неонацистского объединения. Показали кадры, как они тренируются, как они выезжают в поля, как они учатся драться, бить ножом, по-моему, даже стрелять, там, собирать какие-то взрывчатые вещества и так далее, и так далее. Называлось это объединение «Белая река». Они были, если я правильно помню, фанатами футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга. Но вот они базировались в Уфе. «Белая река» по-своему даже остроумное название, потому что в Уфе действительно главная река, которая течет, это Белая. И название «Белая река», она как бы с одной стороны просто вот географическая. Но мы понимаем, что фанаты «Зенита», особенно которые скандируют в цветах «Зенита нет черного», да, намекая, каких игроков покупать и каких игроков не покупать в «Зенит», мы, в общем, не должны обманываться. Конечно, это неонацистская группировка. Так вот, 30 человек задержано, отрапортовали. Замечательно. Но потом, и тогда мне это стало известно, и мы об этом рассказали, жаль, нас тогда не поддержали федеральные коллеги, стало известно, что их всех отпустили. Отпустили всех. Ни против одного из них не завели ничего. Уголовное дело было заведено по факту. И никому, ни одному из участников предъявить обвинение так и не удосужились. Давайте подумаем, насколько эта неонацистская группировка кем-то крышевалась. Ну вот, по-моему, прекрасные наблюдения, прекрасные воспоминания, которые подтверждают умозаключения любых нормальных людей, которые и без этих воспоминаний, в принципе, понимают, что в наше время никакие организации националистического толка работать легко и просто в открытую в условиях России не могут, если их никто не курирует, если их никто не ведет за ручку. А значит, этих конкретных товарищей из русской общины и курируют, и ведут за ручку, и поддерживают. Ну, как минимум, если говорить консервативно, дают зеленый свет. И возникает вопрос, почему у нас в многонациональном государстве одни люди равнее, чем другие. Опять же, я сейчас очень мягко на эту тему выражаюсь. Почему это нужно делать? По сути дела, на самом деле, если смотреть правде в глаза, закладывая мину замедленного действия вот фундамент этого самого режима. Вот ведь режим, понятно, что он античеловечный, там, сумасбродный и так далее, но такие события, какие случились вот в Уфе, это, мягко говоря, не добавляет ему стабильности. И, кстати говоря, парни действительно загубят, действительно осудят людей, как говорится, отдавать в топку собственной системы, даже разделяющих их взгляды у нас не впервой. Вспоминаем Z-патриотов, ультрапатриотов, таких как какой-нибудь Гиркин, да, вроде бы сторонник войны, сторонник режима до мозга костей, но слишком рьяный, слишком активный. Где? В тюрьме. Соответственно, и вот такие вот неонацисты, которые не словом, а делом развивают государственную идеологию, тоже, скажем так, излишни на данном этапе истории. В общем, история... Это Гиркин Стрелков перед тем, как сесть, Путин начал чуть ли не мудаком называть, потому что уже как бы его идейность перепрыгнула идейность Владимира Путина много раз. А насчет Белой реки, ну вот я осторожно не то что не соглашусь, я как бы добавлю, да, есть Белая река. Белая река, вообще-то, как мы же понимаем, цвета питерского «Зенита» бело-голубые. Тут бы я вот это вот White River не стал бы настолько считывать, что это именно отношение имеет к нацизму, что типа как White Power, да, у нас есть, понятно, Ку-клукс-клан, и вот это оттуда, мол, идет, может быть и нет. А насчет
самой организации и вот этой вот крыши так называемой. Но мы же все помним, я думаю, потому что случай был очень известный, да, как у нас 28 октября 2011 года, собственно, судили убийцу Егора Свиридова, Аслана Черкесова, да, и все мы прекрасно помним, чем это заканчивалось. Дело в том, что это придумано не в России, а это придумано уже очень давно, что у многих футбольных клубов, чуть ли не у всех, есть околофутбольные, они всегда очень правого толка, организации. Причем они даже бывали у какой-нибудь ЦСКА, который всю жизнь наполовину состоял из чернокожих футболистов, если кто помнит, да. И, собственно, это никак никому не мешало. Эти Это было околофутбольные удивительное соотношение. Да. да, то есть у тебя там Вагнер Лав, да, но при этом почему-то все вот эти организации все равно ходят и вскидывают руку, да, в известном символе. И эти организации, они в основном, они, конечно, да, они там что-то тренировались в лесу, там непонятно, что делали, но по факту чаще всего они встречались в поле с такими же, как они, товарищами из другого клуба и просто дрались. Немногие из них даже, кстати, следили за играми своего клуба, для них было интересно драться и, собственно, дальше вот какой-то в этой ультраправой истории существовать. Тогда со Свиридовым это вышло в такую, да, плоскость, когда уже государству пришлось реагировать. Если вы помните, это был первый единственный случай, когда Владимир Владимирович Путин на эти митинги, ну как это, если вообще это назвать можно словом митинги, эти шествия, отреагировал очень мягко, что, мол, да с ребятами нужно разговаривать, что ребята там, они, конечно, там что-то не поняли, мы должны вот как-то очень все цивилизованно решать, потому что эта сила, она очень большая в России на тот момент была. Сейчас, когда мы видим вообще гибель просто всего фанатского движения и попытку вычистить все эти фанатские истории, просто потому что у нас сейчас даже на стадионы они пройти не могут с учетом фан-ID. Мне кажется, что вот эти вот ультраправые организации, да, наверное, есть какая-то попытка ФСБ это все курировать, но не кажется ли вам, что не только в России такое происходит с точки зрения вот этих околофутбольных Вот к чему. движений? Вот, Слушай, да, ну, русская община и движение футбольных клубов все-таки это разные вещи немножко, наверное. То есть и степень влияния, и смысл существования, в конце концов, немножечко русская община, отличается. да. Вот кейс про Белую реку и про то, что там кого-то не посадили, да, при том, что они все были нацистами. Но у нас в целом тогда надо во всем мире брать, включая Германию, ходить, находить этих оголтелых правых фанатов, которые ходят, докапываются после матча, в том числе до бедных арабов, которые с работы идут, и всех их сажать. Но вот почему-то так не происходит, да, и для меня это прискорбно, сразу скажу. Мне такие организации никакого, собственно, энтузиазма не прибавляют. Слушай, кстати, а ты говорил когда-нибудь, что русской общины в Башкортостане нет? Вот тут пишут тебе претензии на эту тему, что ее нет. Я сказал, что она немногочисленна, что ее вот то, что мы обсуждаем, когда мы с Шмуратом разговаривали, ты смотрел, да, и знаешь, ну, мы обсуждали Дугина и обсуждали русскую общину. Я сказал, что влияние Александра Гельевича Дугина, что влияние русской общины в Башкортостане, они переоценены, мне кажется, где-то в какой-то степени нашим нацдвижением башкортостанским, потому что любой выход русской общины в связи, обычно это бывает с православными праздниками, мы сразу аспектами садимся такие, сейчас будем ловить нацистов, да, смотреть, что они делают. И чаще всего мы видим, что какие-то пенсионерки ходят с вот этими бородатыми мужиками, с какими-то иконами. Пенсионерки, мне кажется, вообще просто в душе не знают, что это за движение, какого оно толка, они вот это вот с иконочкой пройтись. А этих мужиков обычно, какое количество, Руслан? Мы же видели эти шествия, сколько, 30 человек? Мне кажется, что вот это немножко переоценивается именно вот с точки зрения нашей национальной республики, честно. Я не столь, конечно, оптимистичен, потому что сам факт возможности кому-то ходить в то время, когда другим ходить нельзя, это говорит о важном. Да. Пусть их пока 30, но у них есть возможность показывать себя, значит, кто-то присоединится, значит, кто-то разделит возможности, скажем так, и это уже, мягко говоря, дискриминация. И, соответственно, она не кем-нибудь осуществляется, а, собственно, государством. И это
Но Если это мы уже рассматриваем прямое кейс, заявление. что русским правым националистам можно ходить с иконами, а башкортостанским правым националистам нельзя ходить со своими какими-то символами и флагами, это, безусловно, дискриминация, это ужасно. И вообще, ну, вы знаете, такой либерахи, как я, в принципе, не нравится. Националист ни с русской, ни с обратной. И мне вот это вот выпячивание, в принципе, не нравится. Лучше бы все ходили с кофе и Starbucks в модном каком-нибудь манто и слушали бы Бориса Грима. Но, к сожалению, вот мир не так устроен, и все немножко иначе. И это, да, наверное, можно назвать словом дискриминация, хотя мне ни те не нравится. Но, опять же, переоценивать, мне кажется, что хайпа вокруг русской общины в Уфе, ну, нулевой абсолютно. Это 0,1% поддержки имеет. Ну вот парень, который был, мы, конечно, не знаем всей правды, но что-то мне подсказывает, что может быть прямая связь все-таки. Может быть, не то, чтобы он там чей-то член семьи, как некоторые писали, но влияние этой идеологии, опять же, сбрасывать со счетов нельзя, потому что прямыми действиями этот молодой человек продемонстрировал русский неонацизм в отношении приезжих из дальних стран. Русская ли это община сотворила, или это все-таки напрямую из Кремля его так воспитали Дугины и прочие кремлевские идеологи? Это вопрос открытый, но результат мы имеем, и вот он, пожалуйста, налицо. А сколько парней сейчас сидят и думают, мы отомстим за этого Сашу, Саша его звали, по-моему, да, и зовут, вот, а мы еще не такое устроим и сотворим. Ведь то, что на поверхности, это еще не все то, что на самом деле существует. Скорее всего, в подполье мы имеем гремучую смесь, которая выстрелит и мало никому не покажется. Очень бы хотелось, чтобы было бы какое-то расследование, которое было бы открыто и понять действительно, может, журналистское. Но у нас нету журналистов внутри Башкортостана, которые могли бы этим там вплотную заняться, понять, откуда это пошло в голове конкретного человека. Вот. А насчет комментария про, собственно, Женя говорил, что русской общины нет. Вот пишет же человек, то, что в открытую в Салавате открыт офис. Ну вот я бы на месте людей, которые имеют такие твердые убеждения, бы забросал яйцами этот офис, например, вполне себе. Ну что, штраф будет? Это же не государственная структура. Ну, забросал этих бородачей, я не знаю, если действительно есть запрос на то, что против, или как-то еще бы подгадил. Ну, потому что действительно это отвратительно, я ничего не говорю. Да, имеет господдержку. Только надо всегда понимать, что эта господдержка со стороны Кремля, она настолько, она как утренний вот этот вот, как рассвет, она в секунду все это рассеивается, да, потому что всех этих националистов, включая, ну, почитайте про Тесака, где он закончил и что случилось. Они пользуются всегда ими, когда им нужно, когда им вдруг не нужно, они сразу всех этих нацистов, националистов сажают в тюрьмы, вот, эти бардачи будут сидеть. Это абсолютно... Да-да, это как чувство, это очень непостоянная материя, поддержка Кремля. Я понимаю, о чем ты говоришь, как бы сегодня могут поиметь, а завтра, соответственно, отправить на свет иной буквально. Вот, ну, это факт, это факт. Тут, кстати, спрашивают, а в чем разница для меня нацизма и неонацизма. Я, честно, не знаю, для меня это бред. Я не знаю вообще, зачем эти нео всякие там термины используют. Нацизм, он и есть нацизм. Ну, я предполагаю, что нацизмом классическим называют вот то, что было национал-социализмом тут в Германии и в некоторых других странах 80 лет назад. А теперь неонацизм, да? Те, кто эту ужасную теорию как бы сейчас вновь поднимают на щит с какими-то поправками. Наверное. Ну, какая разница, боже мой? Это разница в терминологии. Нацизм – это про евреев, а неонацизм – это про всех белых, про всех, то есть как бы арийцы у нас это все европейцы. Понимаешь, типа вот ну, более широкое, значит, понятие. Да. Ну, вот неплохое объяснение, кстати. Ну, это такая враждебность к исламу, по большому счету. Давайте так, неонацизм – это враждебность к исламу в таком чистом виде, к арабам, к мигрантам, к там... Ну, а вот Люк Даг пишет простую, но понятную вещь, по-моему, очевидную. В обществе зреет градус ненависти сначала к украинцам и Западу, а потом ко всем остальным.
тут самое время вспомнить прекрасный термин из уст Екатерины Михайловны. «Зло неконтейнируемо», говорит она всякий раз, и это прекрасно, хотя и сложно на первый взгляд. То есть, когда зло есть, когда оно выпестывается, накапливается, оно не может остаться в рамках задуманных для этого зла границ. Оно обязательно будет выходить наружу, оно будет выплескиваться совершенно в неожиданные стороны, туда, куда не планировали те, кто это самое зло взращивали. Ну вот, пожалуйста, это как раз... Где тонко, там и рвется. Это, естественно, вполне люди нацистских убеждений есть до сих пор и в Германии. Знаете, пару раз у меня было такое за жизнь в Германии, что я вечером смотрю из окна своего там первого-второго этажа, а там почему-то подросток скидывает руку. В том же самом известном жесте у меня был шок абсолютный. Но вот оно существует везде, но когда у тебя по телевизору говорят, да, в сторону одних конкретных украинцев или какого-то непонятного Запада, говорят, нет, да и вот эти тезисы, а Соловьев-то в принципе идет дальше и говорит уже это про армян и казахов и кого бы то ни было еще, ну, конечно, оно будет в итоге проявляться в шовинизме разном, не только таком. Плохо. Ну и вот, согласно, значит, моему плану, нашему плану, по этой теме что еще сказать? Значит, у нас парня все-таки отправили в СИЗО, соответственно, под стражей обвиняемый в покушении на убийство 2 и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника органа по статье 105 и статье 317 Уголовного кодекса отправится на 2 месяца. Вот. Единственное, тут что-то я не понял, а его что, из больницы уже выписали или все-таки сразу после больницы отправят? Я Так вообще или не иначе, суд понимаю, решение принял, да? как можно хернуть себя ножом по горлу, как это писали все вообще. И уже спустя вот пару дней он в суде, видео есть, их полно, и вот его отправляют в СИЗО. Ничего себе, вот это регенерация у человека, конечно. Если он себя полоснул, ну, может быть, он себя полоснул легонечко, но говорили о том, что он пострадал, нанеся себе увечья гораздо сильнее, чем все индусы, которых он повредил. Ну, я, в общем, не знаю, секрет, все это понятно. Нас, к сожалению, нету, да, на месте. Мы тоже можем только по реакциям, по сообщениям от людей реагировать. Ну а вот 5 раненых из-за нападения на уфимское общежитие остаются в больницах, пишет «Коммерсант». Ну, я тогда могу предположить, что и сам злоумышленник тоже все-таки в больнице остается. Ну, ты понимаешь, откуда 5? Ну, то есть, опять же, у нас говорили про то, что сколько? 4 индуса, 2 ППСника, 1 вахтер и, собственно, нападавший. 8. Да, но, видимо, не все все-таки в больницу попали, я так понимаю. Ну, логика. Видимо, вахтер нет. Но, собственно, и вот тот, кто, собственно, нападал, уже у нас он был в суде, его отправили в СИЗО. Это мы видели. Значит, речь идет о студентах. Все-таки студентов он, видимо, сильно повредил. Но вот говорят то, что их состояние, оно либо уже такое, как сказать, легкое, да, либо средней тяжести. И все в целом плюс-минус на поправку идут, слава богу. Да, то, что обошлось без жертв, это прям сильно меняет ситуацию, ну, в лучшую сторону, скажем, потому что легко мог кто-то из них погибнуть, это очевидно. И, соответственно, да. А вот тут вопрос вот про Фаиля Алсынова, сколько ему осталось отбывать, ну так, по ощущениям, уже меньше половины, как минимум. Вот, я не имею данных, скорее всего, публично их стараются, может быть, не озвучивать. Бывает такое, это практика понятная на сегодняшний день. Возможно, ведутся попытки выйти по условно-досрочному освобождению, если по его статье это возможно. Но так или иначе, с учетом времени, там, сколько-то в СИЗО он был и так далее, уже точно больше половины срока отсижено, поэтому все может быть, в любой момент, наверное, он может оказаться на свободе. Вот, поэтому, как говорится, надеемся. Но по другим, прежде всего, сейчас надо переживать, потому что у нас впереди приговор по Баймакскому делу в отношении организаторов. И я боюсь, что им приговор могут вынести тогда, когда сам Фаиль Алсынов, в поддержку которого тогда люди собрались, уже выйдет на свободу. Будет, я думаю, что не очень приятно ему самому прежде всего осознавать этот факт. Так.
Ну что ж, мы с вами, в общем-то, всесторонне обсудили тему с нападением. Вот, да. И следующая как раз публикация у меня посвящена баймакскому делу. Я хочу остановиться на очередной истории очередного или еще одного узника баймакского дела Айдара Магадеева. 1 февраля 2024 года в Мелеузе его задержали, то есть вскоре после самих баймакских событий. В течение 2024 года дважды ему продлевали арест. Семья Айдара Магадеева неоднократно вынуждена была объявлять сбор средств на оплату работы адвоката. Значит, Айдар Магадеев родился 6 декабря 1984 года в городе Мелеуз. Активисты писали, что он вырос в башкирской семье, окончил башкирскую гимназию в Мелеузе. Активно принимал участие в спортивных мероприятиях, особенно был силен в боксе и борьбе куреш. Сообщалось, что после 11 класса он поступил в Кумертауский авиационный техникум и получил специальность техника. Также он был в армии в 5-7 годах. Айдар верующий, рассказывали активисты. Родные говорят, что он старается не пропускать пятничный намаз в мечети, всегда помогает нуждающимся. Те, кто знают Айдара, говорят о нем как об отзывчивом, дружелюбном и трудолюбивом человеке. В семье Магадеевых 4 дочери, которым на момент задержания отца было от 2,5 до 14 лет. Значит, в августе 2024 года 6-й кассационный суд в Самаре отправил дело нескольких фигурантов, в том числе Магадеева, в промышленный райсуд Оренбурга. Процесс стартовал в сентябре 2024, а в марте 2025 гособвинение потребовало приговорить Айдара Магадеева к 10 годам колонии. 7 апреля 2025 всех подсудимых судья Игорь Измайлов обвинил, конечно же, по 2 статьям, и Магадеева отправил за решетку на 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Значит, что сделал Магадеев? В чем его обвинили? Цитата. «От удара комка снега в щит он, силовик, ощутил удар по руке, который держал щит, в результате чего ему была причинена физическая боль». Чувствуете, да? Рука, которая держала щит, получила снежком, и, значит, человек пострадал. Виновность Магадеева подтверждается видеозаписью, на которой он бросает 5 комков снега в сотрудников полиции. Указывалось, что в судебном заседании первой инстанции осужденный Магадеев вину признал частично. Ну что ж, не признать, ну пару кинул снежки, да, то есть тут в целом можно, наверное... Кстати, я тут резко вспомнил комментарии, у нас же ведь люди в разных соцсетях читают, скажем так, реагируют. Например, в Инстаграм запрещенном у нас часто пишут личные сообщения, реагируя на эти вот сторис и шорты, которые мы публикуем. Недавно был фрагмент, где я с удовлетворением рассказывал о том, что Илон Маск наконец-то отключил старлинки для вооруженных сил Российской Федерации и должен был это сделать давно. Там такие комментарии пришли. Ну, во-первых, почему-то баймакцев припилили некоторые ультрапатриоты или боты, что надо было им, дескать, дать там пожизненные сроки, чтобы другим неповадно было. Ну, а радоваться отключению старлинков — это вообще too much, это ужасное античеловечное высказывание, дескать. Вот. Друзья, поэтому с вас другие комментарии с одобрением и поддержкой такого рода высказываний. Их бывает недостаточно, хотя я прекрасно понимаю, что вы разделяете нашу точку зрения. При диктатуре, как собственно, логично, да, что комментарии, которые выступают против античеловеческого режима, да, антигуманного, их обычно меньше, чем, собственно, тех, кто этот режим поддерживает. Да и вообще должен сказать, что обычно
так уж вышло, что комментарии пишут редко очень умные люди. Для этого есть специальная соцсеть Facebook, а быть там как-то еще более-менее, да. А Да. вот во всех остальных, включая Telegram, особенно какой-нибудь BashDTP откройте. Мы как-то спорили, когда я пиарщиком работал, что, мол, мне сказали, на BashDTP одни идиоты сидят. Я говорю, нет, сидят на BashDTP вообще все, включая всех вас, да, давайте не врать. Но комментарии пишут на BashDTP только идиоты, да, то есть в основном, да, то есть когда открываешь любую ветку, там такой ужас просто антиинтеллектуальный, что складывается впечатление, что у нас люди все сошли с ума. Ну, просто представьте себе, что вот вы садитесь и пишете какие-то комментарии по какой-то теме, с кем-то спорите, вместо того, чтобы делами заниматься. Вот. Я вот как-то это делаю просто потому, что админ канала, мне интересно, как бы, чтобы была какая-то живая дискуссия. Вот. Но, как вы видите, не на все комментарии хочется отвечать, даже в сегодняшнем эфире. Да. Ой, так. Большинство узников Баймака имеют большие семьи, много детей. После обретения независимости следует отобрать хоромы и домища у Хабирова, Назарова и прочих коррупционеров и отдать политзаключенным. Раздать и поделить. Ну, ребят. Тут, да, вроде как бы выглядит на первый взгляд справедливо, но это же скользкая дорожка, мы должны понимать. Это Экспроприация и так незаконно в далее. любом случае. Ходить у кого-то что-то отбирать, это, ну, то есть понятно, что нужно, чтобы Ну, через переговоры судов, может быть, да, доказательства верховенство права коррупции. там и прочее, Вот. чтобы найти этих судей, а где мы этих судей будем находить, да, тоже как бы из числа тех, кто выносил приговоры по Баймакскому делу, этих судей мы будем брать. В общем, там вопросов, конечно, очень много. Кстати, а есть ли у Хабирова хоромы? Насколько я знаю, он как жил, так и живет в этой госдаче в Кармаскалинском районе. То есть это госдача, это не его хоромы. То есть, конечно, можно предположить, что и хоромы у него где-то есть, но как-то об этом, ну, к сожалению, некому изучать, некому проводить расследование, поэтому знать мы ничего на эту тему не знаем, к сожалению. Вот. Так, из числа новостей, которые, может быть, прямо к Башкортостану не относятся, мне было очень интересно наткнуться вчера у Соты Vision пост вечерний, что в России цены на продукты сравнялись с Европой. Это у нас, получается, был анализ от важных историй со ссылкой на данные Росстата и сервиса Numbeo. И так у нас по подсчетам издания в 10 из 27 стран ЕС половина или больше базовых продуктов стоит столько же, сколько в России, или дешевле. В этом списке у нас Румыния, Польша, Чехия, Португалия, Литва, Венгрия, Болгария, Хорватия, Латвия и Испания. Очень странно, Германия. Что это за дела? Нет, Непорядок. для меня это очень странно, потому что в Латвии и Литве продукты, извините, стоят прям серьезных цен. Вот именно, я помню, я сравнивал, я дешевле, чем в Германии, нигде не видел базовые продукты. Странно. Да, ну так или иначе. Важная история отмечать, что в странах Евросоюза дешевле часто оказываются молоко, помидоры, сыр, бананы, бутилированная вода, яблоки, апельсины, зелень и вино. При этом яйца, белый хлеб, мясо и картофель пока таки в среднем дешевле в России. Издание также сравнило цены в российских магазинах с супермаркетами в европейских столицах. Например, литр молока в московской пятерочке стоит 132 рубля. Это примерно в 1,5 раза дороже, чем в Германии. В Чехии литр молока стоит 89 рублей, в Испании 108. В общем, тут, конечно, много данных приведено, но относительно заработков, относительно средней зарплаты, да, где, собственно, найти работу в Германии, чтобы зарабатывать меньше 1300 евро, я себе точно не могу представить. А если ты столько зарабатываешь, то тебе государство всячески пытается компенсировать и, собственно, закрывать твои платежки, помогать с медстраховкой и так далее. В общем, сравнивать тут сложно, и действительно я даже себе представить не могу, мне сердце разрывается, когда я вспоминаю про тех каких-то пенсионеров, которых я перед отъездом помогал там тарить продукты, при том, что у меня была зарплата 50 тысяч рублей, вот, но как бы квартира-то своя, да, и я тогда жил с Викой, какие-то деньги лишние были, я там какую-нибудь бабку принесу ей в этом мешок, собственно, ешь. Вот как эта бабушка живет сейчас, если она вообще
вообще жива? Мне кажется, что они все, я не знаю, они питаются светофорией, если он открыт, какой-то просрочкой, каким-то ужасом. Красная цена продуктами, которые я вообще понятия не имею, из чего состоят, потому что там, я помню какую-то колбасу, которая стоила рублей 10, по-моему. Вот из чего она, мне страшно просто. Ну, не Это 10, таких цен не было уже, даже прямо. но там какие-то периодические, да, там, представляешь, 10, 15, 20 рублей, какая-то колбаса, ты смотришь на нее, думаешь, а вот как? То есть печенье от красной цены стоит столько же, сколько колбаса от красной цены. То с печеньем-то хоть понятно, это просто хлеб. А это что? Тоже хлеб? Ну, в общем, это очень грустно все, конечно. Это немцы любят, Пенсионеров кстати, жалко. тут же есть хлеб-колбаса. Я, правда, еще ни разу не пробовал, но это какой-то местный вид еды. Фарш Где- продается, люди бутерброд с фаршем делают, да, с вот этим каким-то непонятным. Сырым фаршем, да. Да, я один раз купил и понял, что я не интегрировался еще, я его отправил на помойку, собственно, и не могу себе. И у меня это было на начальном этапе из магазина для малоимущих. Там, где нужно было все брать, все, что дают, потому что вроде почти бесплатно. Ой, интересно. Один из Вот. комментариев написал, интересно, Барсобой, вот как ты думаешь, а будет ли Алсынову продлеваться срок? Мне вот кажется, что, наверное, если бы хотели его продлить, было бы как с Навальным, может быть, то есть сразу пытались бы накидать, не дожидались бы того, что Вот, и поэтому, мне кажется, тишина вокруг, чтобы не усугубить. И поэтому давайте, в общем-то, эту тишину поддержим тоже. Не будем лишний раз, как говорится, вспоминать раньше времени. Вот, я прекрасно понимаю озабоченность там, адвоката, видимо, и близких, которые ничего на эту тему не говорят. Потому что, глядишь, кто-то там вспомнит и, в общем, сами понимаете. Вот. Софья, Светофор норм, прекрасный. не надо, пишет Закиев Замир. Вот. Прекрасный комментарий от Софьи насчет аналога ФБК, но мы все понимаем, что если смотреть даже, а я там непредвзято могу высказаться по поводу того же тех же Гражданского союза или Рассвета, у тебя Гражданский союз занимается какой-то там архитектурной историей, да, и, собственно, архитектурным пространством в основном, а Рассвет тоже какими-то менее опасными историями, потому что понятно, что как только они что-то скажут более-менее кричащее, то отправится, собственно, Аким, да, отсидел 3 суток, не просто так дали понять, что можно и больше. Поэтому, конечно, сейчас это невозможно. Это возможно было бы только из эмиграции. Вот садиться нам с Русланом и находить каких-то людей, опять же, да, в Башкортостане, которые будут квадрокоптеры пускать. Но мы же не будем людей подставлять под сроки, да, поэтому как это сделать отсюда? Ну, вот, к сожалению, у нас нету, опять же, мне кажется, у меня нету, по крайней мере, навыков там издания агентства, чтобы так классно там штудировать какие-то документы и все это находить. Вообще было бы очень полезно. Так, ну еще короткой строкой по сообщениям. Так. Ну тут какая-то, может быть, бредовенькая, но почему-то большая статья в издании УФА-1. Гигантский ледяной след снежного человека обнаружен у входа в пещеру Шульганташ. Значит, по факту просто кусок льда, который напоминает огромный человеческий след. Понятно, что пошли всякого рода конспирологические теории, но скорее шуточные тоже. Это снежный человек, а может Дед Мороз или Див, который сумел избежать наказания Урал-Батыра, прокомментировала находку некая Азалия Насибуллина, например. В общем, эксперты-геологи, все-таки серьезные люди, ознакомившись с фото, склоняются к мнению, что след – это результат специфических микроклиматических условий пещеры, где капли воды, насыщенные минералами, замерзают, образуя причудливые ледяные структуры. Однако в заповеднике не спешат полностью развенчивать мистический ореол события. То есть в заповеднике в самом Шульганташе склонны скажем так, усиливать вот эту вот конспирологическую шумиху вокруг этой истории. Ну, скажем так, в условиях, когда новостей радостных практически нет, это довольно милая штука. Вспомнить, что у нас есть объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который можно посетить, если вдруг, например, кто-то не посетил или даже посетил, но, опять же, хочет провести время с пользой и интересно в выходные.
Благо Как, дорога как там смотрит хорошая. реклама всей этой истории, конечно, ну, наверное, здорово, почему бы не немножко мифа не подбросить, но да, у нас, конечно, вот где находится наша журналистика, то мне как-то вот нам писали некую критику некоторое время назад, обиженная вся Уфа о том, что, мол, вот докопаться не до чего, и, собственно, смеетесь над нашим сайтом. Ну вот, ребята, предлагаю вам новости, наверное, сейчас это актуально. Это вообще А, в стиле всей Уфы вот 100%. Это 99%. Абсолютно, конечно, да. Которые они не пишут фигню всякую, они действительно бреют за новости. А из действительно хороших новостей, которые хотелось бы два слова сказать, это, конечно, трехлетняя девочка, которую, собственно, выбросил отец. Это большая боль, я думаю, для всех нормальных людей. Так вот, ей восстановили череп. В РДКБ Минздрава России завершился ключевой этап лечения уфимской девочки. Врачи провели операцию по устранению обширного дефекта черепа в левой затылочной области. Был изготовлен титановый имплант, полностью повторяющий контуры. По словам нейрохирургов, конструкция не потребует замены в будущем. После операции девочку с мамой перевели в соответствующий репцентр реабилитационный для продолжения восстановления лечения. Прекрасный комментарий сразу же был написан нашим замечательным подписчикам. Надеюсь, она исчерпала лимит на встречу с, простите, мудаками на всю жизнь вперед. Я тоже точно ей этого желаю и очень рад, что девочка жива, по крайней мере. Эх, вот не получится на позитивной ноте закончить, потому что у меня есть еще публикация пропаганды. Все для победы. Как будет развиваться экономика Башкирии в условиях СВО? Заголовок из разряда, я не знаю, предсказания Ванги бабушки, что ли. То есть, во-первых, они хотят сказать, что условия СВО – это надолго. То есть, они тут говорят, вот у нас условия СВО, и теперь мы подумаем, а как же у нас экономика будет развиваться? И ответ-то для нормальных людей понятен, что экономика не будет никак развиваться, она будет деградировать. Вот. Но тут вот именно сам факт подачи интересен, что, смотрите, мы планируем развиваться. Значит, типа, дескать, СВО у нас надолго. Вы, ребята, определитесь все-таки. Ну, как бы вам из Кремля подсказывают даже пропагандисты порой, что что-то там, может быть, мы закончим в обозримом будущем. А вы тут собрались развиваться в условиях СВО. Это вообще как? Вы что-то больше знаете, чем, значит, московские пропагандоны или как? Слушайте, Ну, ну, если рассматривать с точки зрения, да, такого стороннего наблюдателя, то гниение, оно тоже имеет свое развитие, поэтому, безусловно, да, да, абсолютно согласен. и Ну, если экономика что, тоже будет развиваться речь определенным в образом. статье Будет, да. свежей, казалось бы, про событие, которое давно случилось. Просто цитата короткая. «Уникальное по своей сути послание 2026 главы Башкирии Радия Хабирова, которое кардинально отличалось от всех предыдущих, стало поводом для широкого обсуждения. Что же стоит за главным посылом «все для победы»? Эксперты считают, что в нем заложены и новые векторы развития экономики». В общем, по-моему, стыдно. По-моему, даже советские передовицы газет так не звучали, так пафосно, так искусственно при этом и неестественно. Ну, ребят, какой-то вообще стыд на самом деле. И заголовок, мягко говоря, вызывает вопросы. И Да, дальше. там как-то все прилично было, интеллигентно и миролюбиво, а здесь, конечно, все это уже совсем деградация полнейшая. Я говорю, процесс гниения. Скоро увидим опарышей. Детей, по возможности, я бы переводил на домашнее обучение потихонечку с такими пропагандистами и такими качественными управленцами. А что, ну, закругляемся, видимо, потихонечку. Абсолютно точно. Друзья, спасибо вам за живой чат. И эфир, как вы пишете, был живой. Но это, опять же, благодаря вам прежде всего. Мы-то что? Мы тут просто, как говорится. Но, если серьезно, еще раз комментарии, лайки, поддержка канала. Да-да-да. Это то, в чем мы нуждаемся. Вот Все прямо необходимые сейчас сведения закончится есть. эфир. Пожалуйста, напишите комментарий любого содержания, поставьте лайк. Может, сейчас в моменте, там, не знаю, кофе варится, но обязательно не забудьте поставить. Это очень-очень важно. Всем хорошего Да. дня. Ну и до новых встреч в эфире. Как обычно, следите за анонсами, будьте с нами, а мы, соответственно, будем с вами.
Хорошего всем дня и пока.